ребята, у нас новый контент. Человеку будем сейчас менять помпу. Вот так выглядит помпа. Это у нас новая бочка. Что туда? Туда лей под масло. Да, вчера забрали отработку, мне бочку пустую привезли. Антифриз в баклахе вот братан разливает. И на мороз будем испытывать. Короче, вот такая вот помпа. Здесь вот колечко. Вот так она снимается, ротор. Тут надо маленько силу приложить. Вот так вот она снимается просто. Вот он, сам ротор. Тут вот он в хорошем состоянии, в принципе. Весь. Ни трещин, ничего нету. Здесь корпус тоже нормальный. Ну и Надевается он вот таким вот образом. Оп. Шайбочка вот такая ставится. Она тут свое положение имеет. Вот так. Ну и сверху резиночка. Вот так. Все. Вот она крутится, работает. В общем, производительность помпы у егошни плохая, я так понимаю. И, возможно, система охлаждения грязная. Сейчас будем сливать антифриз. Будем промывать вот таким вот лавром в 2 этапа. Тут 2 этапа. Вот. Заливается сначала первый флакон, работает 40 или час где-то примерно. Заливаться будет на дистиллированную воду. Вот такая водичка дистиллированная. И будет мыться двигатель в сервисном режиме по часу. Потом второй флакон заливается также на воду. Ну и потом, в принципе, все это дело будем прополоскаем и заливается тосол антифриз. Как-то так. Я думаю, тут будет тепло. А сейчас человек говорит, очень холодно в Альфе. То есть даже двигатель утепляли, все, что только не делали. Печка холодная. Ну, 40 минут работает, потом только нагреваться начинает более-менее. А так вообще холодно. Первые 50 минут ездить в дубаке, это вообще жесть какая-то. И пока причина, мне кажется, в помпе, потому что помпа это шумит почему-то. Старая егошня. Не очень все. Покупаем антифриз. Чистый тазик. Чтобы поменять здесь помпу, надо снимать вот это колесо. Ну и как бы подбираться к нему, конечно, не очень-то удобно. Там защиту надо снять. Я снимал, ничего страшного. Скажите, почему не термостат? А потому что я термостат менял. Термостат новый стоит. Ротор на этой помпе на первый взгляд показался в хорошем состоянии. А почему производительность помпы такая плохая, непонятно. В общем, вообще причина какая-то странная. У него почему-то здесь теплая, а вот этот патрубок вообще холодный. Это у нас на термостат нет, как будто бы, да? Надо бы термостат еще проверить. Но он новый. С магазина. Новый. Японский. Это не факт, что он насколько открывается, хрен его знает. А вообще, по идее, термостат он нам и не нужен. Он наоборот на малом круге должен греться. А большой круг он открывает только когда уже за 80 заходит. А он-то, получается, не греется. Он не нагревается, а не охлаждается. Если бы у него термостат не открывался, он бы грелся, двигатель, понимаешь? На больших оборотах. А он-то не греется. Он нормас. По сути, он просто не дает ему в печку. А почему он ему в печку? Он на малом круге, получается, не может. У него бы вентилятор постоянно бы хуярил бы, да? Ну да, постоянно. Да, и вентилятор бы. А у него нормас. Ничего, вентилятор. А зачем? Хочешь сказать, что она не вылезет, что ли? Ну, так она вылезет. Почему? Ты просто болты не открутишь так просто. Там один болтик есть, который только снизу можно, да. Поэтому колесо надо снимать. И броню эту откручивать, которая там, защита.
Интересно, девки пляшут, конечно. Холодный был, а правая как бы потеплее. Потеплее, она, да. В общем, и слева, и справа. Да, она работает по факту, когда только работает двигатель. А тут в чем может быть прикол? Прикол может быть в том, что помпа электронная. Да. Ну, скорее всего, это помпа. Да, она у него не работает никогда, но когда у него, когда у него двигатель врубается, у него идет циркуляция, самоциркуляция от движка именно. Ну, то есть просто давление возникает, и он начинает хотя бы маленько гонять антифриз. И тогда у него появляется чуть-чуть тепло. Вот. Почему тогда новая, блядь? Не, помпа не новая. Новая? Помпа не новая, просто на первый взгляд я когда ее откручивал, сам ротор целый, нормальный, но это же не говорит о том, что у него мотор не устал. Мотор-то, возможно, уставший. У него же электронный мотор. А я мотор как проверю? Я его не только на оборотах, а на оборотах сканером он у него... Да, ну именно про мотор этого, помпы. Моторчик херово крутит, походу, у него устал и все. Вот поэтому такая фигня. И производительности не хватает помпы работать нормально. Вот сейчас поставь вот эту помпу. Я, блядь, больше чем уверен, проблема уйдет. Ну. Ну все, поменяли. Поставили от другого двигателя помпочку. Это старая помпа. Сейчас Макс все закрутит. На колеса поставим. Будем заливать составы. И мыть автомобиль. Заправили мы составом. Сейчас автомобиль будем выгонять на 1 час. Сейчас сколько у нас времени? Давай прикинем. Часов нет? Сейчас час 21. В 2:21 мы заканчиваем первый этап. Загоняем, сливаем и заливаем второй. Этот Prius у нас в сервисном режиме уже 20 минут, ну где-то 15-20. Смотрим. Температура двигателя 76 градусов. В салоне уже жара, Ташкент, да? Уже вот она пошла. Ну, в общем-то, я думаю, что это дело было в помпе. Да, я думаю, что дело было в помпе, но мы сейчас все равно профилактику промоем, печку. У нас сейчас профилактика пройдет. 75 градусов. Вот иногда надо, я ему обороты даю, чтобы он побыстрее гонял. Ну, за счет двигателя немножко было. Температура антифриза, да, больше, и химия работать начинает лучше.
именно лаврушка. Лаврик. Да. Ну и нормально сейчас. Сейчас догоним его до 80. У нас должен термостат когда открыться на большой круг? 80 где-то примерно. Да, примерно. Мне кажется, он уже открылся. А ну-ка, открой капот, я попробую. Сейчас догоняю до 80 градусов. Что-то там Макс, видать, патрубок, видать, горячий уже, раз так быстро посмотрел. Сейчас узнаем, что скажет. Че, братан, открылся? Нет? Холодненький, да? Ну, начинает открываться. А, уже теплый, да, Да, потихоньку? потихонечку. Но он еще до 80 не догнал. 82 примерно должен открываться. Но, Около этого. ну, нам надо его открыть. Нам надо его... Вот сейчас уже 79 нагрелся. Нам надо его по-любому открыть. А может и 90, мы же не знаем, сколько у него там. Надпись какая. Ну да. На каждой машине разные. Ну, 92, наверное, скорее всего. Вот 80, смотри. Ага. В салоне вообще вот эта жара из патрубков. Горячий воздух жестко идет. Вот сейчас, наверное, вообще открылся, наверное, 80. Ну еще давай чуть-чуть, еще 2 градуса. Ага, сейчас посмотрим. Кипятим, кипятим. Чайник работает. Чайник надо было, говорю, здесь. Да, Попариться сразу, да? туда-сюда. Ну тут уже жарко, ага. Жестко жарко. Тазичек на скелеточка. Жестко жарко в машине. Вот 81 градус. Ну-ка, открой тогда. Я закрыл. Ага. Окей. Руки уже обжигает. О, вообще жестко шпарит. Но реально. Ну, тут смотри, уже температура 83 градуса. Двигатель. Ну, что-то пока не открылся. Сейчас откроется. Да должен. А нам радиатор-то надо открыть, нам надо его помыть. Не, он откроет. А он все равно, да, будет? По-любому, если термостат не откроет, ну, вентилятор нахуй сейчас начнет работать. И А, бесконечно будет Ну да, работать кстати, вообще. да. не остановится. По датчику. Да, по сути. Ну, если у него работает. Если датчик вентилятор. нормальный. О, что? Ты нажал что-то? Не? Мне как будто вентилятор включился. Не, это он перешел опять в этот режим. Может быть. Еще можно. Нагнали уже 88 градусов двигателя. Давай еще чуть-чуть погоняем. До 90 хотя бы, да? Ну. 90, 92. Сейчас быстро нагонит. О, уже 90 практически. Сейчас мы его закипятим. Все, 90. Да по-любому должен открыться уже. Уже должен. Но внутри закипеть. Открылась, ништяк.
Ну вот, на 90 градусов он открывается, этот, получается. Так что работает. Открывается, значит. 90 открылся, ну. Горячий пошел, да, прям там? Кипяток, да? В патрубок. Да, патрубок горячий. Нифига ништяк. Ну вот, на 90 открылся. Ну, значит, система вся рабочая, полностью. И термостат работает, и все. Сейчас помоем еще печечки, и вообще будет бомба. Вообще кипяток, елки. Вообще жаркий. Ох, жестко. Ну что, у нас прошел час примерно, да? Час даже больше, час 10. Сейчас будем загонять машину, сливать состав. Все, вот так и спускаю. Воздух выйдет. Вот так, все, оставь. Все, химия выходит. Ну, что у нас? Такая вот грязь выходит с радиатора. Жестко грязная вода. На первый этап у нас ушло 2,5, ну, грубо говоря, 5 литров дистиллированной воды. 2,5 баклажки. Сейчас еще 2,5 баклажки уйдет. Вот. И лаврика сейчас будем заливать. Вот вторая альтерелия пошла у нас. Вот так. Так вот это будет работать у нас сейчас. Смотрим, зальем вот в эту баклаху отработанная. Посмотрим, какая она у нас будет чистая с этого тазика. Поехал у нас второй состав лаврика. Это у нас уже очиститель от следов масла и эмульсии. Тоже на час его сейчас загрузим. На, Макс, он поснимай. Мы его туда заливаем. Без обмана, без всяких. Все, второй флакон ушел. Сейчас туда загрузим дистиллированной водички. Стоять до 3,55, калматить. Ребята, вот такая вот вышла. Ну, я бы не сказал, что она сильно загаженная, радиатор-то. Система не очень. Ну, есть грязишка, отложения. Здесь даже чуть-чуть осадочек есть грязи. Вот, вышел. Но это ни о чем, в принципе. Бывали и случаи вообще. Вот у меня суксид был. Так там, наверное, вот только вот такая вот полная будет этих ошметков. Что с него вышло? Я 4 тазика грязи с него выгнал. Да. А сейчас у меня печка жарит просто вообще, просто жесть. Вообще жесть. Но я мыл лимонкой. Лимонной кислотой. Большой концентрацией. Прям мы его разводили в горячей, в кипятке. И было все нормально. Слили второй тазик. Вторую химию. Лавровскую. Вот такая грязь есть. Ну, не сильно грязная уже. Ну, тут эмульсия, короче. Все равно грязь присутствует. Нормально. Сейчас зальем еще водички. Прополоскаем все это дело.
Ну и после этого сольем и будем уже заливать антифриз. И все, заливаем антифриз. Слили мы то, что мы последний раз прополоскали. И все, в принципе, всю химию оттуда вымыли. Сейчас уже антифриз будем заливать. В общем, ребята, вот человек мучился с помпой. Ну, мучился с системой отопления. Совсем печка не грела. У приусов получается, почему вот эта вот помпа, она электронная? А потому что автомобиль отключает иногда ДВС, а помпа дальше продолжает на электрике работать. Вот и все. Она создает циркуляцию, и печка греет. У всех, у кого проблема такая, что если на отключенном движке нету нормального потока воздуха, значит, это проблема у вас в помпе. Конкретно либо в крыльчатке, либо в помпе. Там бывает, что сам ротор либо подзакусывает, либо, может быть, усталость электромотора есть. И поэтому вот так получается. Вот сейчас даже она отключилась на батарейке, а она все равно горячим шпарит. Вот это нормальная работа ее. Вот. И, в принципе, сейчас уже все должно четко работать. Так что вот такие, ребята, дела. Если у вас печка не греет в Альфе, значит, проблема у вас в производительности помпы. Ошибку она может, помпа, не показывать. Она просто имеет плохую циркуляцию, ну, в плане того, что она плохие обороты дает. 3000 РПМ нету у нее, там 1200, 1000, подзакусывает ее. И за счет этого как бы пропадает производительность именно помпы. Из-за этого вот такой дубак в машинах. Также в шаттлах и в остальных гибридных автомобилях, если у кто сталкивается с проблемой зимой именно печки, ну, типа холодно в машине. Не должно быть холодно. Эта машина, по сути, 1.8 объем. У нее очень, как бы, должна быть жаркая печка. И утеплять ее надо там, ну, снизу фартуком, этим обычным брезентом натянул, чуть-чуть закрыл решетку у радиатора, второе лобовое, и в машине вообще Ташкент должен. Шаттлы, они сами по себе холодные. Шаттлы, ну да, шаттлы есть такое, но... Потому что она постоянно, в принципе, на батарейке. Но я не знаю, почему. Вот если у нее помпа... Если помпа у нее нормально работает, мне кажется, она должна нормально шпарить. От антифриза зависит. Вот антифриз... почему мы заливаем ТСЛ? Вот некоторые там говорят, там, типа, какие-то дешевые антифризы там. Вот, смотрите. Красный антифриз. Рекомендуемый срок эксплуатации 2 года всего надо. Не 10 лет надо на нем ездить. Не сколько. Это производитель написал, что 2 года надо на нем ездить, либо 40 тысяч километров. Температура застывания минус 50. Температура кипения 111 градусов получается. Сделано в Японии. Он совместим с гибридными силовыми установками. То есть его можно лить в силовые установки гибридные. Другие антифризы, черт его знает, можно, нет. Ну, какие-то можно, какие-то нет. Вот, допустим, российские я бы не стал лить никакой. Потому что там непонятно для чего создано, из каких материалов, может быть там... Ну, то есть наше производство старается сделать максимальную прибыль. А максимальная прибыль это из каких-то дешевых, низкокачественных химикатов делается, китайского производства, и продается, получается. Здесь у нас температура указана. Вот. И если вы применяете вот такой минус 50 ТСЛ, минус 50, тут есть таблица, как его разбодяживать. Вот если вы хотите, чтобы у вас была примерно консистенция минус 15 градусов держала, то вы покупаете вот такую баклажку 4 литра. Ну и можно ее 50-50 на 4 литра дистиллированной воды еще добавить. У вас получится 8 литров конкретной жидкости. Но она будет минус 15 держать всего градусов. Если вы хотите, чтобы у вас до минус 50 держала, то туда не надо вообще добавлять никакой дистиллированной воды. У вас будет 100%. Минус 50 будет держать спокойно этот антифризик. Ну вот, и это вот такая вот таблица. Я вот объясняю, поясняю. Красный антифриз применяется для Toyota, Daihatsu. Зеленый для Honda, Nissan, Mitsubishi. Вот. Это конкретно вам по системе охлаждения и по... В общем, вот человек столкнулся с проблемой конкретно. Мы на примере вам показали, какой антифриз применять, как его применять и какие могут быть проблемы. Все.
С вас подписочка на канал, как бы. Ну и в принципе все. До следующего видео. У нас уезжает Сальф с теплой печкой. Поехал.